Бумагу лучше брать размер, ну, где-то не больше 30×40 размер, вполне Ну, вот достаточно. такой, да? Да, вот примерно. Угу. Это меньше, чем пол листа большого. Угу. Значит, ну, или 1/4, наверное, часть, скорее всего. Вот, бумага желательно пористую, плотную, тогда акварель хорошо ложится. И, конечно, вот существует бумага ватман, гузнаковская, на нем акварель очень хорошо ложится. И можно лессировками работать, выдерживает бумага. Она проклеенная. И очень важно, как наклеить бумагу, вернее, как работать. С кнопками нежелательно, значит, на планшет. Или на планшет натягивается бумага, значит, при натяжении бумаги, значит, она как бы мочится. Планшет, размер планшета чуть поменьше. Намочить можно ватой или губкой немножко. Края согнуть значит, по размеру планшета. Края не смачивать, промазать клеем. Ну, разные клеи существуют, специально, как бы уже легкие. Все это, значит, приклеивается, потом бумага высыхает, натягивается, и по такой бумаге уже можно работать. Ну, я как бы предлагаю еще более проще способ. Можно приобрести вот такую строительную изоленту, она как бы бумажная, и ею на планшет, что угодно, это может быть ДВП, ДСП, там, или просто пометка. Вот накладывается бумага, и легко очень вот, заклеивается по такая окантовку, ну, примерно там 5-10 миллиметров от края. И приклеивается к доске, к основе. Потом это все снимается, и уже даже рамочка получается. Вот сейчас. Это быстро, трудоемко. Ну, единственное, что здесь не замачивается бумага в начале. А потом это все убирается, да, или нет? Это, да, потом, когда уже напишется работа, то все это убирается. Просто это не дает как бы, бумаге отклеиться, отойти от доски. Она более плотно держит и сохраняет поверхность. Вот это быстро. Почему очень многие художники сейчас используют эту ленту при работе и пастелью, и акварелью. Вот такая основа получилась, бумага никуда не девается. Значит, вот. Ну, потихонечку, прежде чем начать натюрморт, конечно, подбираются предметы, подходящие друг к другу. Интерес должен, значит, какой-то для художника быть в этом натюрморте. И прежде чем начать на бумаге уже, делают эскизы. Значит, это берется, ну, любой блокнот, там, эскизной бумаги. Вот, ну, вот я сейчас тут блокнот возьму. Где тут какой блокнот? Можно блокноты любые, значит. И уже натюрморт набрасывается, как удобно. Перед натюрмортом желательно, чтобы было расстояние. Больше натуральной величины лучше не брать предметы. Потому что мы ведь на расстоянии рисуем, будем рисовать, писать, то предметы не могут быть больше натуральной величины, потому что существует еще перспектива. Вот, мы находим композиционно интересную, ну, вернее, интересную композицию этого натюрморта. Сначала на эскизах. Это карандашом может быть, это может быть нашлепок акварелью. Вот тут как раз а-ля прима. Ну, достаточно, наверное, карандашом. Сейчас я карандаш возьму. Так, куща возьму.